Ну все, ребят, смотрите. Чайник уже на мангале горит. Новый мангал у меня чуть-чуть, где-то на 5 сантиметров выше стало. Хотя слишком высокий мангал тоже не очень хорошо. Ну да ладно, пускай так будет. Давайте, ребят, еще вам покажу новую сумку. Сумка Кан, который складывается, он очень удобный. И это сумка Kimoto. Вот. Вообще компактный. 50 литров тут. 50 литров. Такая ручка, смотрите. Ручка хорошо удобная. И самое главное, вот смотрите, как оно сделано. Вот так складывается. Вот. И сам по себе эта сумка тоже можно сложить. Очень удобный. Как бы сейчас он загружен у меня сумка. А когда выгрузишь, если, скажем, уже пустым увозить, унести, то можно сложить. Вот. Здесь также есть ремень, плечевой ремень, который регулируется. На ваш рост можно вот так взять и вот так вот. Так. Две молнии с яркими жгутами. Вот. Молния очень хорошо работает, нигде ничего не задевает, все хорошо работает. Вот так он открывается, вот. И вот такая вместительность, ребят, 50 литров. Он водонепроницаемый, можно его использовать как посуду, скажем, можно что-то замочить, можно хранить живцов, можно там посуду мыть, все что угодно, потому что здесь это материал такой хороший, ну, он водонепроницаемый. Материал полиэстер, ну, на ощупь, на толщину где-то 0,5 миллиметров полиэстер. Вот. Сегодня я все вещи сюда загрузил, все вмещается хорошо. Взял с собой шуруповерт, рюкзак. Этот рюкзак оставлю для тулана, там консервы. Взял с собой ингаверин, потому что я немножко заболел. Картошку взял, 2 буханки хлеба, печенье. Ну, как всегда, ребят. Да, еще хочу сказать, вес этой сумки кило 350. Он не тяжелый. Размеры 29, 32 на 55. И самое главное, основное, это здесь еще на крышке вот такая линейка. Для рыбаков это, думаю, будет, как сказать, в пользу. Потому что вы щуку поймали примерно какого размера там. Положил сюда рыбу и уже измерил там по 10, по 5 сантиметров вот тут измерение. Вот так все идет. Он легко моется, быстро сохнет. Очень удобная вещь, ребят. Просто так я вам это не говорю. Потому что мне вот с первого взгляда он понравился. И я в основном его тоже буду возить на лодке, на буране, на мотособаке. Блин, вещь. Можно для рыбалки взять. Я еще раз повторяю, чтобы хранить там живцов или рыбу пойманную. Но я для перевозки своих вещей. Он для меня намного полезнее будет перевозить вещи. Бывает там в такую погоду попадая, что постоянно дожди идут. И в рюкзак. Боишься промочить рюкзак, вещи, хлеб там. Когда ты на месяц едешь и вещи мокнут, это тоже нехорошо. А здесь уже ничего не промокнет. Вот. Я хотел, знаете, что брать? Пластиковые 30-литровые канистры с большим горлышком. Думал, этим тоже возить свои вещи-то. Я имею в виду продукты. А для моих походов, если, скажем, 2-3 таких сумки, вполне достаточно.
вполне достаточно. Вот наш без денег вернулся, нагулялся уже весь сырой. Вот. Так что, кому интересно, ребят, я ссылку оставлю в описании. Обязательно переходите, присмотритесь. Рекомендую, от себя я рекомендую, потому что мне он понравился, потому что он очень удобный. Просто вот все вот как надо. И самое главное, непромокаемый. Вот. Там уже сами решайте, брать или нет. Но я вам советую, честно. Вот. Сейчас я дальше буду заниматься своими делами. Пока чайник закипел, попробуем поставить сперва вот эту трубу. Это с избушки мне надо ставить снизу вверх. Потом поставим печку, установим потом эту трубу в печь. А в последнюю очередь эта верхняя труба уже мне с крыши придется вставить сверху. Взял с собой также бродни убитые. Ну, вдруг роса будет там на охоте, пригодится. Там еще у меня вторые сапоги. Сам пришел вот в таких шлепанцах, в бутсах. Вот. Так что, ребят, все хорошо. Мангал вообще здорово горит тут. Классно. А? Бездельник. Печку установил. Блядь, спотел, ребят, честно. Кое-как и смог вставить. Пришлось мне немножко. Вот, смотрите, с палец где-то отверстие у меня получилось. Пришлось загнуть вот эту жестянку. Хорошо, что я приварил здесь этот скобу, чтобы вот лучше, как сказать, держать за трубу. Ну, в одиночку не очень приятно. Сейчас я поставлю сюда еще, как сказать, дверь. И с крыши поставлю второе колено.
Не знаю, видно, не видно вам там. Ой, бардак там, конечно. Вот. Это уже второй я сверху ставлю. Поднимусь на крышу и сверху уже поставлю. Здесь, между прочим, трубу я тоже удлинил. Вот. Во-первых, вот эта труба войдет в первую трубу, и уже конденсат будет стекать в печку, грубо говоря. И здесь вот тоже вот кусок трубы было где-то с полметра, наверное, вот приварил, еще удлинил, чтобы вот торчало побольше. И обычно снегом все закрывают. На вторую избу хотят тоже так надо как-то сделать, удлинить еще одно колено туда увести, где-то метр там надо. У меня сейчас просто трубы нету, это вот в гараже у меня было остатки. Так что если куплю там метр еще, увезу на буране на вторую избу. Ладно, сейчас поставим вон туда. Приходится на чердак лезть. В общем, не попал. О, далеко, блин. Что-то не туда я, короче, вставил. Обороет. Так, ладно. Вот, короче. Сейчас я здесь, опа, разберусь. Ставлю хорошо, как надо. И там этот асбестовым шнуром еще закрою все. Так, а в остальном все безопасно тут. Ничего переделывать не надо. Ну, фонарик забыл взять с собой. Получилось. Чуть-чуть не стыкнулось. О, все влезло. Вот и все. Здесь, ребята, осы. Вон они. Крупные осы. Здесь раньше тоже они жили. Очень большой вот у них не вот этот муравейник такой был. Вот еще, но это ерунда. Вот эти осы страшные. Они коричневые. Вот это строят себе дом. И они очень крупные. Жалят капец как. Так что это начало только начали делать. Это сейчас хорошо, что погода холодная и они не активные. Капец.
Ну что, ребят, небольшой перекур. Чай закипел уже, потом я в сторону положил, потом остыл. По-новому на печь, на мангал, на огонь поставил. Пусть закипит. Одно дело сделали, дым пошел. Короче, вот эти осы, которые на чердаке там. Сейчас спустился по лестнице, потом, короче, начал выходить уже на улицу. Такой налет был, куда-то вот капюшон бахнуло. Прям чувствовал я его. Хорошо, что в шею не попал. Мог и ужалить. И они очень сильно жалят. Был такой год, когда я пришел на охоту по первому снегу, где-то на сантиметров 10, наверное, было снега. Вот такой снежок хороший был. 10-15, грубо говоря. И вот мороз такой, ноябрь или декабрь был, наверное, ноябрь. Потом я печку затопил, у меня кирпичная печка была, полдня там греешь избу. Потом нагрелась, и ночью вот где-то у меня осы-то, оказывается, между обшивкой-то были. И они от жары, от тепла, они проснулись. И они как одурманные какие-то, вот, под наркозом как будто они, после спячки проснулись. И они выходят, падают. И, блин, всю ночь меня, вот, наверное, 2 или 3 раза по рукам жалили. Очень неприятно. Помню, час ночи у меня глаза такие, блин. Шуршат везде, их много. Ходят, падают. На тебя падают, потом слышно, как на пол падают, взлетают и не могут лететь. Вот то же самое, как бы надо избавиться от них. Иначе могут там заселиться, и даже зимой они просыпаются от тепла. Вот. Не хотел я сейчас заносить ничего, пока оно надо, так сказать, шуруповерт привез. Сегодня он пригодится еще. Яйцо 5 штук, это чуть позже. Печенье взял. Вот. Ну, я уже вам на улице показывал. Сейчас основное я подниму там. Буханку хлеба еще подниму. Рюкзак, этот старый рюкзак я оставлю вот здесь, именно на первой избе. А подписчик мне отправил посылкой новый рюкзак, я вам показывал. Вот этот рюкзак буду ходить в походы, а вот это здесь пускай будет. Здесь оставлю. Трико, штаны. Огурцы свежие свои. Как сказать, теплицы. Лук тоже свой. Между прочим, он не такой мелкий в этом году, хороший. Так, эту картошку потом доставить. Достану. Взял еще вот такую шляпку. Шапку, потому что на улице прохладно, между прочим. Может, даже и сегодня мне еще придется это одеть. Акан хороший, вот такой вот. Блин, так удобно возить вещи. Так, ну сейчас дождусь чая, закипит чай, попью чай в первую очередь, потому что все пересохло. Лекарства надо достать, надо еще лекарства выпить. Что-то, знаете, вот резко начало горло болеть, температуры нету, сопли не текут, и вот именно вот горло вот просто такое вот жжение, вот как будто уголек там жгет, вот такой вот какой-то вирус нехороший. Противовирусное начал пить. Сегодня второй день уже уйдет. Вот, надеюсь, пройдет. Так. Попью. О, и чай не закипел. Все хорошо. Сейчас буду заваривать. Может, яйцо тоже пожарить? Не знаю. Пока грибы там, когда еще они будут. Но он еще так и, наверное, с утра яйцо я пожарю. Как и в прошлый раз. Позавтракаю, и яйцо, и чай попью, и вот такой завтрак будет.
А грибы я еще хрен пойми, когда они будут. Где-то в обед грибы приготовлю. Бездельник тоже здесь. Нагулялся. Сейчас он будет возле избы охранять меня. Самое главное, чтобы дождя не было. Грибов сколько. Перебор много набрал. Наваристый, жаркое лует, ребят. Смотрите, какие хорошие. Крупные и чистые, между прочим. Вон. Есть такие вот отверстия, но я буду тщательно чистить. Чайник закипел. Кипит. Бездельника тоже накормлю. Я ему сейчас поставлю, как сказать, из овсянки там кашу с тушенкой сделаю лучше на котел. Так, заварить надо чай. Тулану сразу на улице там буду готовить. Видно, кто-то в избе был, ребят. Несмотря, что печи не было, ну, летом жарко было, поэтому кто-то ночевал. Явно кто-то ночевал, потому что, ну, как сказать, некоторые моменты видно, что спираль здесь жгли, и здесь тоже как будто все по-другому как-то. Или я так оставлял, что-то не помню. Лапшу там я оставлял, макароны, все. Много чего там, кофе для ночевки. Не знаю, ребята, не пишут. Ночуют и ничего не пишут. Автограф не оставляют. Я любопытный, хотелось бы знать, кто здесь был. Принес вот такие 2 терки. У меня в запасе еще есть. Далеко, конечно, таскать. Хорошо, когда на машине привез дрова, там сложил под навесом и пользуешься. На крупные дольки я раскалю, и на ночь это дрова пойдут. Дым шпарит, все четко. Видите как. Северный ветер, между прочим, вон оттуда дует. Прям холодный северный ветер. Разгоняет комары. Тут, ребят, все. Яичница готова. Завтрак. Все готово, ребят. Быстро печка рулит. Здесь тоже вот полностью закрыл землей. Ну, глина с песком, раствором. Нигде ничего не сифонит. Здесь шва нету. Стыка сейчас уже никакой деготь. Я думаю, сейчас уже ничего не будет. Вот и все, проблема вся решена. Ладно, сейчас будем завтракать. Ну, самый быстрый. Быстро приготовить. Легко. И чай еще налью. О, свежая заварка. Вообще класс. В избушке тепло. Жарко даже. Сейчас я буду убавлять уже вытяжку там. Убавлю. Пусть понемножку пусть тлеет. Двери открыты, вон там. Двери открыта. Вот видите, ребят. Так. Там как же это-то? Просто нож спрашивали в прошлом видео. Какая сталь? Я, ребят, не знаю. Честно, не могу сказать. Паспорт я потерял. Где-то он лежит, паспорт, конечно, но здесь клейм... Ничего не написано. Вот обычно тут какое-то вот какие-то циферки бывают, а здесь ничего нету. Так что не могу ответить на ваш вопрос. Да, и на сайте там
просто нужно найти информацию. Сейчас огурцы еще почищу. Блин, забыл. С этими дровами надо еще мне тулану приготовить. Очень тепло. Сейчас займусь я вообще после завтрака займусь этот стол, я отсюда уберу в сторону, окно сниму, разберу вот эту лавочку, которую я вот возле стены, это разберу и из новых досок новую лавочку на всю длину буду делать. Чтобы больше вещей туда ложить, просто там пустое место. Лучше будет. Ну, вообще, планировка будет такая же, как и на второй избе. Один в один. Мне вот так понравилось. Вот, что там сделал, что здесь будет. Думаю, самый идеальный вариант. А то, что вот нары я поменьше сделал, тоже просторнее стало. Мне надо было уж давно это сделать. Вот. Все, короче, завтракаю и дальше заниматься таежными делами. Таежный быт в избе. Очень много еще дел. Здесь закончу дела и уже ждут дела на крыше. Там буду доделывать кровлю. Лист привез. Типографические вот эти листы. Вот этим тоже все займусь. Ну, в общем, целый день у меня сегодня, больше половины дня у меня сегодня будет быт в избе. Каждый раз, когда приедешь, что-то надо делать.